Здравствуйте, меня зовут Жансая, и я преподаватель казахского языка. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жансая, мен қазақ тілі мұғалімімін. Сіздермен бүгін 10-шы сабағымызды бастаймыз. Итак, мы сегодня пришли к 10-му уроку, и наш урок будет про существительных в винительном падеже. А начнем мы, конечно же, с вопросов. На какие вопросы отвечают существительные в данном падеже? Кімді в переводе на русский будет кого. Нені в переводе будет что. Отвечая на данные вопросы, мы добавляем 3 вида окончания. Первое – это «д» и «д». Данные окончания «д» и «д» мы добавляем после всех сонорных. Это «л», «р», «у» и краткое «м», «н», «н». Также звонких «ж» и «з» и гласных «и» и «ю». Например, гору – тауды, звезду – жұлдызды, платок – орамалды, зонт – қолшатырды, дом – үйді, кровать – кереуетті. А теперь рассмотрим в предложениях. Твои задания проверь. Тапсырмаларыңды тексер. Мою книгу не бери. Менің кітабымды алма. Второй вид окончания – это «т» и «т». А следует он после глухих согласных, таких как «к», «к», «п», «с», «т», «ш», «щ», «ф», «х», «х», «ц», «ч» и звонких «б», «в», «г», «д». Возьмем слово «орындық» – стул, орындықты – еду, тамақты – камень, тасты – дерево, ағашты – окно, әйнекті – платье, көйлекті. А теперь в предложении. Скажи правду. Шындықты айт. Дверь не открывай. Есікті ашпа. Третий вид окончания – это «н» и «н». Добавляется после всех гласных, кроме «и» и «ю». Например, яблоко, алманы, город, қаланы, зеркало, айнаны, приз, жүлдені, корабль, кемені. А теперь рассмотрим в предложении. Приготовь кашу. Ботқаны пісір. Вымой окно. Терезені жу. Дай яблоко. Алманы бер. Ну и надо запомнить, что после притяжательной формы третьего лица, то есть после притяжательных окончаний с и используется окончание «не». Когда все остальное чекается как семечки, уж исключение запомнить можно. Рассмотрим примеры. Его работу – жұмысын, его друга – досын, ее книгу – кітабын, ее письмо – хатын, их стол – үстелін, их ведро – шелегін. Также винительный падеж не ставится, если речь идет о неопределенном предмете или если предмету не придается особого значения. Например, порежь хлеб какой-либо, да? Нан кис. Дай карандаш қуанышу. Неважно какой карандаш, дай карандаш қуандыку. Қуанышқа карандаш бер. Алтынай написала бабушке письмо. Алтынай әжесіне хат жазды. Предмет выделен из числа подобных ему однородных предметов. Винительный падеж ставится, если предмет выделен из числа подобных ему однородных предметов. Первое, если предмет конкретизирован с помощью указательных местоимений, такие как «мына», «бол», «осы» и те другие. Например, возьми эту ручку. «Осы қаламды ал». Порежь этот хлеб. Мына нанды кес. Второе. Если предмет конкретизирован с помощью притяжательных окончаний. Дай твою тетрадь. Дәптерімді бер. Дай мою книгу. Кітабымды бер. Третье. Винительный падеж ставится в том случае, если предмет определен логически и речь идет о известном уже предмете. Также винительный падеж ставится с именами собственными. Например, пригласи Оскара.
Асқарды шақыр. Также при перечислении предметов с помощью союзов бен, пен, мен окончание винительного падежа присоединяется только к последнему существительному. Например, Аю бал мен балықты жақсы көреді. Медведь мед и рыбу любит. Часто встречается использование винительного падежа с глаголами таких как ұнатамын, қалаймын, жақсы көремін. Например, мне в шахматы играть нравится. Шахмат ойнауды ұнатамын. Мне нравится рисовать. Сурет салуды ұнатамын. Если все понятно, остановимся на правописании. Часто видим слова, которые пишут неправильно, такие как кез келген пишут через дефис. Будет правильно писать раздельно кез келген. Также слово алдын ала, хоть и пишется раздельно, но пишется без дефиса. Мекенжай пишется слитно, а слово бағып қағу и әрі-бері пишется через дефис. А слово аппақ пишется слитно, в то время как сап-сары пишется через дефис. Если все понятно, закрепим сегодняшний урок и выполним упражнение. Переведите на казахский язык. Мне нравится играть в футбол. Маған футбол ойнаған ұнайды. Азамат любит мясо и рыбу. Азамат ет пен балықты жақсы көреді. Скажи свой адрес. Мекенжайыңды айт. Пригласи своего друга. Досыңды шақыр. Надеюсь, сегодняшний урок был для вас полезным. Қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.